любитель зимних видов спорта. Говорит и показывает город Южно-Сахалинск, остров Сахалин. И ветер биатлона будет дуть сегодня с Сахалина, потому что у нас сегодня первый день соревнований у биатлонистов. Буквально несколько минут завершилась у нас гонка у девушек. Сейчас будет спринт у юношей 6 километров двумя огневыми рубежами. Ну и 2 километра будут проходить 3 раза у нас юноши. На дистанции выйдут ровно 34 спортсменов из разных государств, включая такие государства, как Монголия, а также Республика Кыргызстан будет тоже участвовать в первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Еще раз вы на своем экране смотрите старт-лист сегодняшней гонки. Первый номер будет открывать у нас спортсмен из Южной Кореи Чон Янпул, представитель Южной Кореи. Ну, перед трансляцией, перед началом гонки хотелось бы, конечно, еще раз сказать слова благодарности первому президенту, инициатору этих игр «Дети Азии» Михаилу Ефимовичу Николаеву, первому президенту Республики Саха-Якутия. Итак, через несколько минут начнется у нас гонка. Спринт 6 километров юношей. И, как я до этого говорил, Чон Янпул будет открывать старт-лист у гонки у юношей. В принципе, он уже готовится. Трасса, профиль трассы, если рассказывать, очень сложный. Итак, вот мы видим старт первого участника. Чон, Республика Южная Корея. Ему придется открывать старт-лист. Ну и, как, если рассказывать, как у девушек, у нас менялись имена лидеров с каждым практически минутой, потому что много-много было промахов. Итак, второй стартовый номер Петр Булах, представитель Дальневосточного федерального округа. Старт принял. Дальний Восток у нас представлен несколькими городами. В основном это города Петропавловск-Камчатский, представители Камчатки. Традиционно сильны в этом виде программы в биатлоне, потому что у них практически 40 лет истории, традиции, скажем так. Итак, третий стартовый номер. Представитель Республики Саха-Якутия Захаров Денис, представитель Снюрбы, будет открывать свой старт. И пожелаем участнику под номером 3 удачи, на трассе. И, конечно, много-много сегодня будет зависеть от стрельбы, потому что если анализировать аналитику гонки у девушек, там победила девушка, которая показала 0. Четвертый стартовый номер Максим Бочкарев, представитель тоже Республики Саха-Якутия, поселок Чульман, открывает. Да. И пятый стартовый номер. Много будет участников у нас в Республике Саха-Якутия. Конечно, там развивается биатлон. Пятый год работает секция биатлона. Радишор города Алтана. Ну и Сафаров Альберт Алгатович, старший тренер, тренирует уже несколько лет детей и не показывает неплохие результаты. Пятый стартовый номер принял у нас Мозговой Александр, Сибирский федеральный округ. Ну, Сибирь всегда у нас является лидером. Это города Новосибирск, прежде всего, да, тоже традиционно сильные спортсмены, именно биатлонисты. Шестой стартовый номер. Принимать сейчас будет Нефедов Илья, представитель Сахалина. Сахалин, команда номер 1. Ну, я думаю, что сложно будет бороться. Хотя я узнавал, что в Сахалине тоже, как и в Якутии, биатлон развивается 5-й год всего лишь. И у них тоже первые, скажем так, шаги, первые начинания. И, может быть, сегодня они получат первые призовые места. Итак, представитель под 7-м номером Монголии Инбак Инсхайхан.
Монголия, хозяйка следующих летних игр в 2020 году в Улан-Баторе пройдут международные спортивные летние игры. Ну и, как было сказано, зимние первые. Мы видим, что впервые покинула, скажем так, республику Саха-Якутия, и Сахалин начинает новую историю уже зимних игр Дети Азии. Спортсмен под номером 8 Балуков Леонид, представитель Дальневосточного федерального округа. Дальневосточный федеральный округ представлен, да, спортсменом в основном с Камчатки. Ну и у Камчатки есть очень хорошие традиции, есть свои олимпийские чемпионы, свои чемпионы мира. Так что сегодня я думаю, что будут бороться как за самые высокие места, потому что у девушек победила именно представительница с Камчатки. Такие у нас нюансы. Мы видим, что Денис Захаров по 3-м номером преодолевает свою дистанцию, бежит. Ну, тут самое главное, чтобы не быстро форсировать. 3 раза будут бежать у нас юноши дистанцию 2 километра и приходить на огневые рубежа. Напоминаю, что их ждет 2 огневых рубежа из положения лежа и стоя. Ну и каждый круг штрафа это 150 дополнительных метров. Михаил Михаил, представитель города Москвы, старт принял. Но я вижу, что особо юноши не разгоняются, потому что знают, что их предстоит очень долгая, ну не долгая, но очень сложная трасса, потому что хоть бегут и 6 километров, но считается 6 километров как спринт у биатлонистов, но организаторы подготовили архисложную трассу. Так, 11 стартовый номер, Половик Сергей, Уральский федеральный округ, принимает старт. И сейчас мы увидим, наверное, первые стрельбы, потому что уже будут приходить буквально к огневому рубежу. Первый стартовый номер Чон Ян Пол, представитель Южной Кореи, сейчас будет стрелять. 13 номер, Если рассказывать мишень, 45 миллиметров составляет радиус смещения из положения лежа, ну, 2 раза меньше, чем и ко мне сейчас будет прокомментировать прославленная биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Анна Багали-Титовец, которая Номер 14, Владимир Ганевец, чемпион Казахстана. Итак, Добрый день всем. к нам подошла двукратная олимпийская чемпионка Анна Багали, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, опытная спортсменка, прекрасная девушка. Ну и добрый день. Добрый день. Добрый день. Сегодня у нас стартуют первые зимние международные спортивные игры Дети Азии, спринтерская гонка. Ну, вот до этого несколько минут закончилась гонка у девушек. Сейчас у нас будут юноши. Да, юноши. И, Анна, хотелось бы узнать, вот сейчас вы наверняка вы являетесь послом, да, в этом? Как впечатление вообще организации? Буквально сейчас только что прошла встреча у нас с губернатором, где мы обменивались мнением, в том числе и об открытии игр, о первом дне, и то, что сегодня ребята увидели на стадионе, уже как раз таки, когда девчонки бежали, мы прошли, посмотрели гонку на стадионе. Я немножко нюансы показала спортсменам, потому что олимпийские чемпионы, это олимпийских игр по различным видам спорта, очень представлена была делегация
занимается и легкая атлетика. И было интересный ряд нюансов. Также ребят пригласила попробовать пострелять, что значит в биатлоне. Стрелковая часть немножко расскажу, но это чуть позже, после мужской гонки. А сейчас, конечно, ребята бегут и как раз подготовлены идеально. Видим, какая плотный снег, и для передвижения это очень удобно. Другое дело, что мороз, который сейчас все-таки есть, он спустился до тех границ, когда можно бежать, и я думаю, что сейчас где-то градусов 15 примерно, достаточно комфортно, в принципе. Нужно хорошо разминаться, но состояние снежного покрова после мороза стрельба сегодня, как всегда в биатлоне, будет, конечно, влиять очень сильно на результат. Да. Ну и вот до этого у нас была гонка у девушек, очень много промахов совершили девушки. Это может быть связано от рода ветров, каких-то вот других нюансов, да, вы наверняка уже смотрели тренировки, пристрелки, как вам вообще стадион и вот получается рельеф трассы, и хотелось бы узнать насчет стрельбы. У них все-таки в психологическом плане мешает. Ну, конечно, то, что внимание к играм огромное, идет прямой эфир, все как на взрослых соревнованиях, судейская бригада работает полностью, все четко, сама прошла, посмотрела. Конечно, для ребят это все носит некие такие, скажем так, нервные импульсы, потому что показать результат, им хочется показать результат. И вот этот вот момент большого желания и плюс еще, ну, может быть, некое стеснение, либо наоборот большое внимание к каждому из них, когда на старте, и не все же даже стартовали на таких больших соревнованиях, когда ребята свою фамилию объявляют, представляют регион или страну, и, конечно, это волнительно вдвойне, потому что международный старт, и многие, конечно, хотят выиграть. Да. Ну и хотелось бы немножко пару слов о вашем проекте, да, Кубок Анны Багали. Проходит несколько этапов, и, как я знаю, вот вы как раз тот человек, который продвигает биатлон в нашей стране, и практически я заметил, что как этапы Кубка мира проводят по международным стандартам практически ваши гонки, я слышал, да, и вот это как раз обучает наших юных спортсменов таким ответственным соревнованиям, как вести себя, как подвести, как стрелять, и вообще вот про ваши гонки немножко У нас ребята тоже участвуют, в принципе, стадион принимает также наши гонки, буквально после игр пройдет пару дней, и на Сахалине будет третий этап Багальский мир. Седьмой год мы уже проводим наши соревнования по территории Российской Федерации. Сейчас четвертый год, когда мы путешествуем по стране. Вот, и ребята на Сахалине уже тоже ждут. Многие готовятся непосредственно к старту. Всегда волнительно за самых маленьких. Наши ребята начинают соревноваться с 10 лет. И, в принципе, эти юные биатлонисты уже совсем большие молодцы, потому что показывают, как правило, отличную стрельбу, и уже можем ими гордиться в том числе. Если от тематического оружия, у ребята той группы, которая сейчас это наша старшая группа, оружие стреляет на 50 метров, стреляет на 10 метров и использует тематику. Ну и у нас старший Александр, финальный кубок. Наверняка многие фамилии будут вам известны, в ваших гонках участвовали, принимали участие, да, и по ходу гонок наверняка будете мозговой, да. Александр, это Сибирский федеральный округ, откуда он? Паренек с Алтая, село Лесное, ну, по крайней мере, в селе Лесное, они лыжные биатлонисты, вот, выступают у себя на Алтае много очень лыжных гонках, и он здорово выступает у нас и на Кубке в том числе, вот, поэтому знаю эту фамилию и слежу
монголы у нас присутствуют, да, вообще. После этого, видите, это Монголия, это Республика Кыргызстан, насколько они вообще сильны. И вот казахи, особенно, они приехали в основном командой, да, что мы хотели бы отметить, как они готовы и как они обычно выступают. Ну, казахи традиционно дают бой нашим российским спортсменам. И Новосибирск, допустим, наши ребята, они тоже приезжают и соревнуются, стоят на самом высоком Вот, что касается здесь ребят, то девчонки, я знаю, очень сегодня. И если ничего не изменилось, то, к сожалению, надо смотреть футбол после Казахстана Дальневосточный. Ну, здорово, потому что я вот, к сожалению, не могу вам сказать по результатам, в том числе видела, очень долгое время держалась представительница Казахстана. Это говорит об этом, что сегодня я уверена, что тоже дадут бой ребята. Мы видим как раз такие досадные промахи. Кстати, мозговой лидер гонки, но второй себе. Вообще, вот в этом возрасте, да, получается, сколько решает стрельба, сколько решает межнаклонность. Здесь в пятке всегда ребята стреляют, должны стрелять хорошо в биатлоне, потому что каждый промах это 150 метров, где-то примерно старшие товарищи, мужчины и женщины, где-то 22, 23, 25 секунд, то ребята, которые сейчас около 30 секунд примерно снимают. Артем Сушов старт принял. Итак, да, вот здесь сейчас одним за другим будут стартовать у нас юноши и практически уже все лидеры по дистанции. Таранов Антон, представитель федерального Дальневосточного округа, наверняка из Камчатки. Ну и вообще, вот, получается, да, многие спортсмены, я вижу, что стреляют, ну, волнуются, да, ну, опять-таки, как подойти к таким гонкам в физическом плане, как наставникам быть, есть ли среди этих возрастов людей, которые стреляют по нолям? Есть ребята, и есть, которые работают на это здорово, но это нужно понимать, что это первый возраст, когда они стреляют с это, скажем так, первое ступеньки, и здесь, конечно, не то, что простительно, да, но бывает, что не справляют, бывает и ноль стреляют, бывает уже могут и 3 стрельнуть. Стоит, достаточно сложно, особенно, видим, спортсмен стреляет в ноль, в голове его происходит, знаете, целая череда мыслей различных, и очень сложно бывает собраться в мысли. Но если это дается, Представитель Москвы принял сами победителя. Наверняка Москва была туда своих лидеров. Вообще, получается, какая география у нас в России, да, кто из них, получается, лидеры, какие регионы вы отметили? Ну, традиционно у нас, конечно, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ. Ребята собраны самые серьезные. Ну, как в Дальневосточном федеральном округе были отличные соревнования. Представители Камчатки традиционно дают, что называется, всей России. И школа хорошая, толчок больше 10 лет назад дали соревнования без Фатьянова. Первые соревнования, которые стали проводиться там, ребята, можно сказать, пошел. Сейчас представители Камчатского края тоже приезжают и достаточно здорово выступают на различных соревнованиях российского уровня. И возвращаемся к гонке. Получается, у нас сейчас стреляют первые стрельбы, да, уже сейчас хорошим лидером Казахстана, Червенко под номером Казахстан. Ну, и получается, второе, третье место. Вообще, после первой стрельбы у нас обычно бывает лидеры
разные ситуации, как я вам сегодня уже объясняла. Бывает психология, бывает и так, что спортсмен стреляет уже более уверенно, успехи не стоят, то есть работает над собой, Мы видим, Данила, представитель Сахалинской области, команды номер один штрафа за него. Но в Сахалине, как вы знаете, биатлон достаточно недавно пришел, сделали All вот leaders changed midweek как оценить was этот Denис сейчас Шевенко, and now the leader position goes to Vadim Kuralets from Kazakhstan with one Украинские penalty спортсмены loop, тоже, 6 можно сказать, minutes молодые 14 спортсмены, seconds. здесь с 15 года. И новая история совершенно. Я уверена, что пройдет несколько лет, и мы услышим их Vadim Kuralets is just by 0.8 seconds ahead of но то, что сейчас уже можно, что девчонки в большей степени, про ребят сейчас не скажу, девчонки в большей степени делают успехи. Мы видим, что это первый стадий. У нас два лидера. Это представители Казахстана, Куралец Вадим, Шевченко Данил. Ну и на третьей позиции промежуточно Мусатов Дмитрий, представитель Сахалина, команда номер один. Динамично у нас развивается гонка. Слышал, что вот какое-то нововведение есть, да, вот у них на ковриках есть специальные чипы, которые определяют спортсменов. Не знаю, я так просто не знаю, но у них чемпионат будет и которые они занимаются, есть программа специальная, которая видит. Вот, возможно, она в коврике. Ну и, соответственно, бежит по дистанции. Лидером многие лидеры сейчас на дистанции. Многие после первой стадии это спортсмены из Казахстана. Казахстан привез сюда свою основную сборную, ну и сейчас стреляют у нас последние Максимов Николай промах. Молодец, Николай. Но вообще вот получается, если про Дети Азии рассказывать, да, вы являетесь молодцом, да, что входит в ваше детство? Больше я для себя вижу продвижение, а также рассказать ребятам, немножко довести правила, немножко довести новые правила, рассказать, что я такой же человек, как они, что все можно достичь. Задавать вопросы, то я готова всегда ответить. Вот, и опять же, посмотреть, рассказать. И на финише у нас представитель. Показанный сейчас на этом отрезке второй результат. Штрафы составляет 45,9 секунды. Евгений Мусатов третий результат, Леонид Чималов, Уральский Ярослав четвертый результат. Монголии, седьмой стартовый номер, Бабкин Хасай Хан. Монголия вообще первые шаги наверняка. Они готовятся к стартам. Были ли участники с Монголии у вас на Кубке Анбагали? Участников с Монголии еще не было. Вот. Для меня это тоже как новое открытие. Вот сейчас Минсу Корея прошел Представлены этими юными спортсменами и перспективы продвижения
Один круг штрафа. Currently, Kim Soo from Korea is showing the third result with one penalty loop in 13 minutes 17 seconds. Как вчера, по вашему мнению, да, прошли великие соревнования? Да, я присутствовала, и мне было достаточно тепло, в отличие от многих детей, которые были на стадионе. Вот. Мне, конечно, хотелось, чтобы все было немножко более теплее, да, комфортнее, но на самом деле атмосфера, которая царила на стадионе, она, наверное, затмевала все, и я без преувеличения скажу, что для меня атмосфера была атмосфера, которая царила на Ну, вы сказали, что участвовали три раза. 3 раза участвовали, да? А в каких играх, пожалуйста? Я в 2002 году была в Солт-Лейк-Сити, 2006 год Турин и 2010 Ну, если сравнивать, получается, тот же самый Солт-Лейк-Сити, там вернемся немножко в те времена, как там была вообще атмосфера, как была трасса, все замечательно. На Олимпийских играх плохо не бывает. Другое дело, что тоже атмосфера такая именно борьбы, атмосфера постоянно дружеская. Каждый спортсмен, представитель страны, ведь всего 4 спортсмена могут бежать, представлять свою родину. Поэтому для нас, конечно, очень большое значение имело. Что-то удивило, что-то нет на первой Олимпиаде. Эстафетные гонки Да, вы стали двукратной олимпийской чемпионкой именно в эстафетных гонках. Вообще, как вы всегда хотел спросить, как вы, получается, себя заводили именно заботиться такой великой страны, как Российская Федерация, как себя, получается, в психологическом плане какая ситуация у вас в данный момент и как Роман Войчевский from Czechia shows third result fourth. именно на когда нужно наоборот себя немножко вот мы видим, что некоторые юноши справляются со Сохранил собой. Червенко, Казахстан, и показывает лучший результат на финише 17 минут 40,5 секунды, 3 круга штрафа. Роман Новый финалист один, first он place показал to пока Червенко Данил, who из Казахстана. Сейчас один за другим будут финишировать у нас спортсмены. Все-таки, вот, получается, гоночная часть. Сейчас много-много зависит от лыж. Сервисмены с утра, как подобрать смазку. У вас, получается, понятно, что подготавливали специальные люди, сервисмены. Как вы думаете, в этой погоде можно ошибиться? Или все-таки морозец, он уже как более стабильным, стабильно тяжело всегда бежать, потому что снег он перемороженный, и нужно всем толкаться. Прежде всего едут сами лыжи, то есть должны лыжи быть холодные. у нас стрелял Николай Максимов и промаха, к сожалению, лидер сборной команды Якутии. Ну и сейчас посмотрим стрельбу спортсмена под номером 31. Это у нас Таранов Антон, представитель Дальневосточного федерального округа. Ну, представитель наверняка. И после второй стрельбы у нас лидерами является Буровец и Червенко, представители Казахстана. И сейчас Хрущев Артем.
что лучший результат Отставание по времени. показывает сейчас Роман Байчевский, Сахалинская область. Данил Черненко, Казахстан. Второй результат и третий результат Леонид в какой-то момент Жемалов, Корея тоже Уральский федеральный округ. развивается сейчас биатлон. We are reminded Как that вы Roman оцениваете сейчас Baychevsky подготовку? currently first place, and Igor Penko came second, Leonid Жемалов came Как third. в мировом плане идет подготовка Ну, не все, спортсменов? ну, не все удается, потому что ребята, которые играли сейчас на Олимпиаде, достаточно высоко. Александр Морозов, Есть, Уральский федеральный округ, финишировал сейчас с четвертым результатом в стиле круга штрафа, 18 минут 35,2 секунды. Alexander Morozov from Ural Federal Нам District показывают, came fourth with 4 получается, болельщиков, points которые and 18 специально minutes 35 seconds. на финише сейчас пока Куралес и Червенко являются Кирилл лидерами. Корея показывает на И финише 14 результат. третья позиция Николай Максимов. Но это, по-моему, после второй стрельбы. Сейчас Sean Yun-Bil from следить Korea came 14th with на 6 дистанции. penalties and the result of 20 minutes 25 seconds. Шестой стартовый номер. Куралес Вадим, как раз вот представитель Казахстана, Казахстана, лидеров, финиширует без 1 секунды. Второе место, и, по-моему, второе место как раз, нет, Сахалинская, среди Сахалина, стартовый номер, Байчевский Роман, пока сейчас промежуточно на второй позиции является, А вот третий, закончил и дистанцию вот Владимир по команде Куралес. Червенко. Но что вот как раз по атмосферу Владения, вы сейчас были на улице, общались с людьми, как у людей настроение, как вообще Казахстана. праздник? Напомню, что Владимир Куралес показывал лучший результат после прохождения отрезка Бьются, видно, за них после поддерживают, второй на трибунах стрельбы. кричат. Kazakhstan representative finished ребят first with the поддерживают. result of 2 penalty Конечно, волнение, первая гонка, многие, скажем, первый клинком, но надеемся, что будут исправляться. У нас достаточно длинная программа, и медалей разыгрывается много. И сейчас ребята через день стартуют следующие гонки. Индивидуальная гонка. Our current как leaders раз. are И хотелось бы Владимир Куралес, вопрос Казахстан, number one, спросить, Роман потому что Байчевский, по программе у нас будет индивидуальные гонки по различным дистанциям среди юношей и девушек. Далее будут эстафетные гонки микс-эстафета, где побегут 2 юноши и 2 девочки, а также микс-эстафета одиночная, да, скажем так, одна девушка. А также есть такая в программе очень интересная в биатлоне, это эстафета дружбы. Как она вообще проходит? Хотелось бы узнать, каким образом будут выбираться страны, 22 participants команды, already будет finished the сформирован состав. Ну, как мы разговаривали до этого, если не знаю, будет ли внесены какие-то там поправки, то есть все между собой будут перемешивать в случайном I'm времени. reminding you that Vadim Kуралес from Kazakhstan is showing the best result. Будет достаточно интересно. Роман Байчевский, И прежде всего это такой дружеский формат. И я уверена, что в том числе эта эстафета подарит ребятам очень много эмоций. Вернемся к гонке. Николай Максимов, хотя у него 4 штрафа круга, ну, борется, по-моему, борется после последнего круга. Сейчас уже другой спортсмен, да, но Николай Максимов представитель АМГИ, вообще, вот, все-таки эстафета дружбы, это сделано для того, чтобы расширить географию, да, Вообще не только географию. Кого-то, допустим, нет возможности попасть в первую тройку, да, но благодаря тому, что они объединятся мальчики и девчонки, можно будет, получается, мальчиками, да, девочки, нет, он просто будет совершенно честный состав. До этого нельзя еще, я с судейской коллегией поговорю, как точно будет это все дело обстоять, но то, что из разных команд приходят спортсменки, и спортсмены представлены в эстафете, это даже для опыта. Закончил дистанцию участник под номером 29, это Евгений Кузьминых, Сибирский федеральный округ. Он показывает на финише 11
Да, это же как раз для популяризации биатлона по всему миру делается. И 28-й стартовый номер на финише Поляников Денис, представитель Сахалинской области, команда номер 1. Но вот так бывает ли такие чудо, что через несколько... так у нас на финише мчится, я видел, Николай Максимов, представитель АМГИ, Республика Саха-Якутия. И очень интересно будет, в какое же время он покажет. Потому что ведут его там тренеры, ведут... 24-й нагрудный номер. Финишировал с 22-м результатом. 5 минут. 5 кругов штрафа, 21 минута 60 секунд. Много было проигрышей. Pavel Markovets, beat number 24 from Moscow, came 22nd, 5 penalty moves, winning 1 minute. Даже больше. Но, да, 5 штрафных кругов, если 5 750 метров, каждый из Область, штрафных 50 28-й метров. нагрудный номер. Нет, Показывает на 4 финише 17-й результат. 4 круга штрафа, 9 дополнительных. минут, Но 56, вообще, вот, 1,1 бывает ли такое, что в этом Contestant возрасте, Polyanikov, как beat number 28 в from свое second, время делал came Лейна 17th, Берндален, да, 4 penalty moves, the result of 19 minutes, 56 seconds. Максим Игнатенко, 27-й нагрудный номер, финишировал с 24-м результатом 5 кругов штрафа, 21 минута 16,1 секунды. Maxim Ignatенко beat number 27, came 24, with 5 penalty moves, 21 minutes, 70 seconds. Нужно почище, особенно стрелять стоя. Много промахов, 3 Our 3 leaders at the finish line is попасть в тройку сложно. Вадим Куралес, Казахстан. Финишировал у нас Таранов Антон. Вот из этих детей Роман Войчевский, second мирового плана. Конечно, загадывать не будем, но мы очень надеемся на то, что свои, которые свои, тот же Йоханнес Бё, у нас появятся именно такие игры, сделают, получается, первые шаги в международных соревнованиях. Мы еще раз напоминаем, что через финиша последнего участника состоится цветочная церемония, куда приглашаются спортсмены, занявшие с 1 по 3 место. Ребятам здесь We remind you постараться. once again that finally the last contestants come to the finish line. We will have the flower ceremony and we invite the leaders to attend the flower ceremony. В лучших традициях биатлона всероссийского, международного. Да, и у нас делает как раз бронзовый медаль Данил Щербенко, представитель Казахстана. We still have 4 И contestants at два the distance, представителя but that Казахстана means будут that у нас we сегодня will на very пьедестале. soon start our flower ceremony. Даже победитель у нас будет с Казахстана, так что второй призер серебряной медали, хозяин трассы, скажем так, Войчевский Роман, представитель Сахалина, и ему удалось выиграть вот так серебряную медаль. Поздравляем, конечно, хозяев, поздравляем сахалинцев, да, с этой медалью. Ну и первое место звание чемпиона завоевал у нас Куралес Вадим, представитель Казахстана. Вот немножко вернемся к подготовке организации. Да. Есть у меня такая информация, что практически чудо сделали организаторы, быстренько подвели вот этот стадион новенький, да, лыжебиатлонный Триумф. Он наверняка практически месяц назад был не готов, но усилили несколько рабочих, технического персонала, да. Есть даже информация, что это сотрудники Олимпийской школы местной, да, Ну, здесь Дюшор, есть Федерация биатлона, которая также работала очень плотно, и спасибо Федерации за то, что получилось, и вот эти вот все моменты в последний момент, скажем так, очень много было всего того, что еще буквально, знаете, пару недель назад я просила сделать фотографии, и было, ну, беспокойно, вот, потому что стояло здание в лесах, то есть здание вообще отстроено вот-вот. На днях его запустили прямо к этим играм, и радостно то, что мы все это дело успели. Итак, завершается у нас гонка спринта юношей 6 километров любителям призеров. Ну и для вас работали комментатор Михаил Чугунов, комментатор Анна Багали, двукратная олимпийская чемпионка. Любите биатлон, как и мы. И еще раз будем встречаться в Сахалине, остров Сахалин, на первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Спасибо, друзья.